привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в гостях у Эрики Сысоевой, и мы вам покажем, как можно сделать в домашних условиях натуральную косметику. Эрика, здравствуйте! Здравствуйте, Дарья! Итак, дорогие друзья, кто, возможно, следит за нашим проектом, наверное, Эрику уже узнают. Это человек, который уже давно для себя, определился, что будет использовать только натуральные продукты, но и, собственно говоря, занимается этим вот уже много лет, То есть вы делаете натуральную косметику. Да. Это косметика, это у нас крема, лосьоны. Да, это в основном крема. На основе гидролатов, которые я тоже сама дистиллирую, растения сама собираю, стараюсь использовать растения Якутии, делаю мацерацию. Мацерация – это настой трав на масле, на глицерине, то есть я делаю такие вот экстракции для своей продукции самостоятельно. Очень интересно, такие очень много непонятных, незнакомых слов, но, собственно, это, наоборот, доказательство того, что вы занимаетесь это на профессиональном уровне, то есть это не, как мы уже об этом раньше говорили, это не бабушкины советы, когда там смешала овсянку с яйцом, на лицо положила и помолодела, утром проснулась уже без морщин. Эта история не про это. Ну да, по образованию я не химик, но благодаря тому времени, в котором мы живем, мы можем, я сейчас прохожу обучение во Франции, школе онлайн, и имею возможность технологии, которые используются, тоже изучать и использовать в своей работе. Да. Но давайте перейдем все-таки к нашему выпуску. Сегодня мы будем делать баттер. Опять же, непонятное слово, допустим, для кого-то из наших телезрителей. Но в целом это что? Баттер – это крем, но он без водной структуры, то есть это только масла. И баттер, он актуален именно вот хорошо в зимнее время. Использовать его на кожу рук, по уходу за кожей тела, после ванны, после душа очень хорошо использовать. Баттеры. Хорошо. Они хорошо ухаживают за кожей тела. И вы знаете, вот все, кто попробовал мои баттеры, они говорят, кожа как у младенца, такого никогда не было. То есть я использовала крема, но такого не было. Но это работа масел, натуральных масел. Да, у них есть свойство восстанавливать эпидермис, у них есть возможность задерживать потерю влаги. Таким образом, кожа становится ухоженной, напитанной, красивой. Вот, об этом-то мы сегодня и поговорим. Давайте уже приступим, потому что действительно это такой процесс достаточно интересный, потому что, не часто ты встретишь человека, который делает крем для тела, к примеру, в домашних условиях, и сразу здесь интересно все, понимаете? Вот с чего начнем? Ну, давайте начнем с того, что нам понадобится. Да, давайте. Инструменты. Нам понадобится вот такая вот топилка, либо вы можете приспособить для водяной бани, я думаю, хозяйки знают, как сделать водяную баню. Вам понадобятся весы, понадобится миксер, обычный кухонный вам подойдет, вот такой. И нужна будет баночка, в которой мы потом переложим наш продукт. Лопаточка, ложка, вот наш инструмент. И давайте поговорим о компонентах. Да. Самое главное, Значит, я постаралась выбрать такие компоненты, которые вам знакомы. И, в принципе, сегодня можно их приобрести и в онлайн, и в наших магазинах города. Значит, у нас будет твердый баттер, считайте, это масла, которые не тают при комнатной температуре. Это у меня масло манго. Но можно использовать манго-ши. Баттер-ши, извиняюсь. Баттер-ши. Мы берем твердое масло какао. Его тоже можно приобрести. Масло какао, оно пахнет очень вкусно, как шоколад. Пахнет шоколадом, да. А на вид просто кусочек масла, как будто сливочного, Да. Почему-то я подумала, что когда я туда загляну, там будет вот что-то коричневое. Шоколадное. Нет, масло какао выглядит вот так, посмотрите. Это суперфуд, и очень многие зрители знакомы с этим продуктом, потому что это считается полезным продуктом, и так же, как и
масло кокосовое, да, не рафинированное. Ну и, конечно же, небольшая ремарка: чем больше компонентов вы используете нерафинированных, да, тем, естественно, больше пользы в нашем продукте. И, значит, я буду использовать жидкое масло, это масло миндаля. Да? Ну что, будем начинать. И крахмал будет у нас еще один из компонентов, который поможет нашему баттеру быстрее впитываться, да, и быть сухим. То есть, А крахмал какой, пищевой? Что это? да, крахмал вы можете взять кукурузный, ну, лучше не картофельный не брать, кукурузный либо рисовый. Вот. Но здесь надо будет экспериментировать, потому что фракция крахмала тоже бывает разная. И если вам попадется крахмал такой крупный, да, то при нанесении он может ощущаться. Но со временем она сразу пропадает. Но тем не менее, да, чтобы было совсем комфортно, вы можете экспериментировать. Вы можете искать и пробовать разный крахмал. Они недорогие. Ну что, будем завешивать. Давайте. Нам понадобится 30... Так, посмотрю в рецепте, 50 граммов нашего баттера манго. Манго. А ароматы тоже? Аромата манго, оно у меня не рафинированное, но у него нету аромата. Нет аромата. На вид просто смотрится как будто жир такой. У меня, знаете, как... да, у меня есть баттер ши, нерафинированный, да, я и заказываю, но он имеет очень сильный специфический аромат. Да, то есть я его использую в определенных процентах своей продукции. Это основа нашего баттера для тела, да? Да, почему? Потому что хороший вопрос вы задаете, да? Баттер, он не должен быть жидким. Да, то есть он должен быть удобным, чтобы мы могли его наносить. Поэтому мы берем твердые масла, это основа у нас получается масло какао, да, мы его кладем в размере 20 граммов. 20 граммов. А это употребляют в пищу, да? Да, это суперфуд, из него делают торты. Шоколады, да, шоколады могут добавлять, да, хозяйки, ну, в общем, их... Аромат потрясающий, просто вот шоколад и шоколад, какао и какао, да? Да, очень вкусный. И вы знаете, такой баттер можно, в принципе, не дезодорировать, потому что вот у нас какао очень вкусное, да, и у нас еще будет очень вкусно пахнуть кокосовое масло. Так. Очень важно придерживаться дозировок в данном случае, да, если в прошлом рецепте мы с вами могли немножко отходить, то здесь лучше сделать все очень четко. Правильно, да? Да. Масло кокоса мы кладем 10 граммов. Масло кокоса тоже, видите, такое... Нерафинированное, вот, можете послушать аромат тоже, видите? Ой, прям кокос-кокос. Тут не спутать ни с чем. И опять же, видите, в твердом виде, да, тоже? Он тоже относится к твердым маслам, чтобы у нас баттер потом был достаточно. Так, и сюда мы уже так. И добавляем масло миндаля, оно у нас будет 22 грамма. Готовим какую-то смесь такой, да, интересно. Это вот как ожидание, когда на кухне торт делаешь, все время вот все замешиваешь и ждешь. Здесь практически такие же эмоции, потому что ты вот смотришь в эту посудку, да, и ждешь, смотришь, все смешалось, а что же дальше, да? Дальше мы его будем ставить на водяную баню. И здесь важный момент. Нам нужно, чтобы вода в кастрюле не кипела. Потому что здесь масла у нас не рафинированные, и они достаточно хрупкие. Мы можем просто потерять их волшебные свойства, да, скажем. То есть нам важно его не перегреть. То есть просто в кастрюльку, в горячую кастрюльку ставим, но не кипяток. На слабый огонь нам надо, чтобы только масло растаяло. Наши масла растаяли. И теперь у нас будет задача остудить. Да? И остужаем мы его при постоянном помешивании. Для чего, для каких целей мы это делаем? Чтобы компоненты масла, особенно твердые масла, они могут потом крупинки давать. Да? Поэтому, чтобы они остывали равномерно, мы их остужаем при постоянном помешивании. То есть вот так.
Да. Час-два проходит, сколько это примерно занимает? Потому что я представляю, как может так вот масло затвердить, но это очень долгий процесс, да? Минут 10, 15. Конечно, хорошо было бы использовать температурный градусник. Можете как бы вот на глаз. На глаз, да. То есть вы поймете, что масло начинает стабилизироваться от того, что он начнет прилипать к стенке. То есть белые разводы начнут оставаться. И вы поймете, не у каждой хозяйки есть градусник, поэтому я вот решила вот именно такой визуальный метод использовать, чтобы вы могли это повторить. Разобраться, да, в этом. Ну вот вы уже видите, да, разницу, что масла начинают стабилизироваться, и мы сейчас сюда добавим наш хрупкий компонент, это крахмал, который нам будет давать больше впитываемости наш продукт. Мы добавим крахмал, кукурузный у меня 1,3 грамма. Так, именно 1,3, да? То есть да. не 1 и не 1,5, а именно 1,3, да, надо? Ну да. Интересно. Потому что это рецептура. Рецептура должна строго придерживаться, иначе у нас может не получиться продукт. Да, вы что, вот так вот? Ну, одним граммом больше, 1 граммом меньше, и... Ну, будет не та структура, да? не тот работающий. Ну, как бы лучше соблюдать рецептуру и до грамма. Вот здесь, когда я разрабатываю рецептуру, да, на поиск компонентов, на идею, на разработку рецептуры уходит достаточно много времени. Я представляю, методом проб и ошибок, да? Да. Вот сидите вечерами, да. Изучать компоненты. Прежде чем переливать, я сначала изучаю теорию, компоненты, какие лучше добавить, какая задача будет. От идеи до реализации проходит иногда несколько месяцев. У меня, например, сейчас с шампунями, да, серией по уходу за волосами, несколько месяцев, я уже полгода почти эту тему изучаю. Чтобы потом сделать шампунь, да, хотя бы? Да, потому что очень большой выбор, очень много компонентов всевозможных, сочетаемость, все это найти, заказать. Очень сложно у нас оказалось заказать. Можно, но сложно. Приходится заказывать что-то в одном городе, что-то в другом городе, у разных поставщиков. Ну, это такая... И работа, получается, создателя косметики, она заключается не только... Смешал, да, по баночкам разложил, да? Да, то, что вы сейчас видите, да, огромная работа, она вот как раз-таки заключается в том, чтобы изучить, получить подобрать, знания, да, да, все, а потом уже... Да. То есть это не так все просто, как казалось бы. Да, вот наш, значит, компонент крахмал. Мы вмешали наш продукт, да, мы будем переливать его в высокий стакан. И здесь у нас тоже есть остатки крахмала, мы смешаем, для того, чтобы сбивать, вы, наверное, уже догадались, да, что баттер лучше сбить, тогда он будет лучше наноситься на кожу, да, более удобным для использования. И мы, значит, его отправляем в холодильник минут на 10, либо в морозильную камеру минуты на 3. Итак, наш баттер остыл, и мы переходим к следующему этапу, это взбивание, да? Да. Мы будем его смешивать, взбивать таким обычным кухонным миксером. И нам может потребоваться несколько итераций, ну, то есть несколько таких повторений, да. Мы его немножко остужаем, потом взбиваем, остужаем, взбиваем до тех пор, пока у нас структура не станет такой, которая нас устраивает. У нас должна стать как крем. То есть сейчас вот именно после этих манипуляций мы получим текстуру крема, да, уже? Да. Из жидкого перейдет такое кремообразное, да? Да. То есть мы его должны правильно остудить и взбить, когда он будет воздушным. Эрика, вот пока наш баттер остужается в холодильнике, да, но это не та история, что, допустим, все время этот крем там-то и надо будет хранить, что вот мы сейчас его взбиваем, остужаем, он загустел, да, а если же он потом будет стоять, допустим, на
столике туалетном, да, что он все время будет растаивать обратно в жидкое состояние? Нет, конечно. Мы поэтому и делали, да, вот эти вот процедуры. Помните, в самом начале я говорила, что в баттере должны быть твердые масла, да, у нас здесь есть какао. Потом у нас есть масло кокоса, тоже твердое масло, и масло полутвердое у нас масло манго, и жидкое у нас в меньшем проценте, да, содержится. В любом случае оно будет в твердом состоянии. Да, оно будет как крем, оно такое нежное, как суфле, и его можно будет наносить на кожу легче, да. Но если, допустим, вот этот вариант взбивания вас не вдохновляет по каким-то причинам, то вы можете его в таком виде в баночку перелить, он остынет. Естественным путем, да? И прежде чем, как вы нанесете на кожу, вы возьмете его небольшое количество, оно подтает немножко, и вы сможете его нанести. То есть оно будет немножечко в другой консистенции, да? То есть это не будет... Он будет твердый. Да. А если мы его собьем, он будет как крем. Вот смотрите, Дарья, если мы его не будем взбивать, просто будем остужать, то он будет вот такой твердый. То есть им тоже можно пользоваться. То есть выглядит примерно как даже свеча восковая, да, как будто бы? Да, похоже по текстуре. А если мы будем его взбивать, он будет вот такой, более воздушный. Ну вот суфле мы видим, да, про которое вы говорите. Для этого мы сейчас взбиваем, чтобы наш баттер выглядел вот именно так, как суфле, кремообразно. Но если бы мы его просто оставили в баночке высохнуть естественным путем, получился бы вот такой баттер. Хотя, по сути, это все одно и то же. Состав-то один и тот же. Да. И я бы хотела обратить еще на такой момент, да. Баттер мы можем сделать под разные задачи. Мы можем сделать баттер для массажа. А мы можем сделать баттер чисто для того, чтобы нанести. И у нас такая вельветовая была кожа, да, чтобы она впиталась, и мы не пачкали свою одежду, да, и не были вот вся в масле. Да. И для этого, значит, есть такое понятие сухое масло. Да. Если мы используем вот масло миндаля, масло оливковое, они имеют структуру, которая хорошо растекаются, но медленно впитываются. То есть это масла, они хороши для массажей как раз. Если же вы хотите, чтобы ваше масло быстро впитывалось, то вы можете использовать масло подсолнечника, льняное, ореховое, тыковенное, масло шиповника, бурага, ну вот такие масла, да, они считаются, что они быстрее будут впитываться. Или же масло МСТ, да, фракционное масло кокоса, оно тоже знакомо нашим девушкам, которые сегодня следят за питанием, да, продается в магазинах продуктовых. Можно добавить масло МСТ, буквально 1%, и ваш тогда баттер будет легче впитываться. В наш продукт мы можем добавить эфирные масла. И здесь он будет уместен, он будет выступать как активный компонент, да, если в случае со скрабом это был чисто ну, как бы для аромата, да, для приятных ощущений, то здесь он будет работать. Мы можем взять, для зимы очень хорошо взять хвойники, как я уже говорила, они более доступны и они более качественные, да, в нашем регионе можно найти. Хвойники, они помогают вот эту нашу зиму перейти. Потому что они дают тонус, они дают жизненную энергию. Когда у нас спад, когда нам хочется больше спать, нам хочется есть много сладкого, да, а хвойники нам помогают от этого отойти. И да, в компании с цитрусовыми, да, это будет хорошая синергия. Почему? Потому что цитрусовые, они как солнышко, они нас заряжают, у нас нехватка солнца, да, зимой в Якутии, и он будет дополнять вот эту вот солнечную энергию, будет давать, он тоже будет давать тонус, радость, и он как антидепрессант будет работать. Лимон, грейпфрут, апельсин, лемонграсс, его если только очень немного, да, он достаточно агрессивный, да, бергамот, мандарин, да, вот эти все масла, их можно использовать, можно и нужно использовать. А у меня сразу возникает вопрос, Эрика, вот смотрите, у нас же и так уже наш крем, наш баттер очень ароматный, то есть у нас тут запах шоколада, запах кокоса, да,
он просто вот аромат уже такой прям очень насыщенный. И если мы добавим пару капелек лимона и кипариса, какой аромат выиграет? Все зависит от количества. Да. Вообще рекомендуется в средства для тела не добавлять больше 0,5%. Да. То есть если мы берем 100 грамм продукта, то у нас будет 0,5 граммов. Да. Но это где-то 14-17 капель. Да. И если мы возьмем, допустим, кипариса 7, 10 лимона. Да. Вообще здесь еще есть верхняя нота, средняя нота, нижняя нота, да, такие темы есть. Поэтому цитрусовых всегда добавляют чуть больше, да, потому что они быстрее улетучиваются, и со временем они будут как бы мягче, скажем, звучать. Вот. Но по моей практике натуральные масла, они не сильно мешают аромату эфирных масел, но тем не менее, да, есть в этом какой-то резон, да, думать. Поэтому, если вам нужно только ухаживать, потому что масла, они тоже могут мешать, да, в какой-то момент, вы можете сделать два варианта. Один вариант, допустим, часть с баттера сделать чистым, и часть сделать с маслами. И использовать уже, да, по назначению. Итак, наш баттер готов. Обратите внимание, у нас получился вот полноценный крем. Просто белый воздушный крем. Но мы называем это баттер все-таки, да? Да, ну, если вам удобно называть это крем, да. Но баттер – это название кремов, у которых в составе нету воды, да. Воды, гидролатов, ну, как бы жидкой структуры. Эрика, а как часто нужно наносить баттер на свое тело, да, если мы будем говорить о том, если все-таки мы сами его себе сделали, прям каждый день с утра до вечера? Нет, да, наверное. Лучше наносить не больше 2-3 раз в неделю, потому что все-таки кожа может привыкать, да? Она привыкнет и скажет, ну вот наш баттер мою работу делает, незачем напрягаться, да? То есть все равно нужно дать возможность коже самой тоже вырабатывать сальное железо, да, там, как бы работу свою делать. Поэтому может быть привыкание, поэтому лучше использовать не больше 2-3 раз в неделю. И очень хорошо использовать, если вы ходите в бассейн. Вы ходите, Дарья, в бассейн? Нет, не хожу. Я вот стала ходить в бассейн, и кожа сохнет после бассейна, да, и вот такой уход, он вообще замечательный. И знаете, что я хочу сказать? Что вот в нашу зиму, мне кажется, обязательно нужно делать такой уход, не только для того, чтобы кожа не сохла, да, защитить ее, да, но это как чисто эмоциональная тоже поддержка, да. Да. Антистресс такой. Антистресс, да, ухаживать, потому что действительно вот наши предки, они на самом деле тоже намазывали свою кожу салом, да, растопленным, вы наверняка знаете об этом. Ну вот такой у нас получился баттер. Как мы его храним? В холодильнике, в темном месте, светлом, просто на прикроватной тумбе? Или все-таки, когда косметика натуральная и сделана своими руками, за ней нужен определенный уход, за ней, за косметикой? Очень хороший вопрос, потому что, да, вот такая косметика, да, она нуждается в защите. Тут у нас есть масла, и нам нужны антиоксиданты, по-хорошему, да. Я в своей работе добавляю токоферол, это витамин Е, но он не продается в аптеках, то есть это надо заказывать, но в специализированных магазинах можно приобрести, и где-то в районе 1%, и ваш баттер, он не будет окисляться в течение 2 лет. 2 года? 2 года, если мы добавили токоферол. Если у нас нету в составе токоферола, то срок годности у этого масла где-то, наверное, 3 месяца. 3 месяца. Да, и желательно хранить его в холодильнике. В холодильнике. Да, он может окисляться. Если по аромату вы ощущаете, что есть запах прогорклого масла, то такой баттер использовать нельзя. Какого масла вы сказали? Прогорклого. Когда вы начинаете слышать, что масло горькое, оно начинает пахнет, будет резкий запах. То есть масло испортилось, вы сразу поймете. Его нельзя использовать, это вредно.
как обогатить, разнообразить, да, свой баттер. Вы можете сделать баттер, как мы с вами сегодня обсудили, для тонуса и энергии. Вы можете сделать баттер для расслабления, для отдыха, да, вечером, ухаживать за кожей. Это могут быть масла такие, как лаванда, это иланг-иланг, сандал, шалфей мускатный, да. Но вот иланг-иланг и сандал, они считаются афродизиаками. То есть вы можете сделать основу массажного баттера, взять нужные эфирные масла, и это будет вашим ритуалом вечерним, да? Такой прелюдией, может быть, к свиданию. Такой вот вариант тоже есть. Существует, да? Разнообразить. То есть, по сути, вот такие вроде бы незамысловатые маленькие баночки с эфирными маслами могут полностью изменить направление вашего баттера, да, то есть будь он то для релаксации, для бодрости духа, а возможно вы используете его в качестве подарка для своего любимого человека, но тогда добавить нужно будет уже и афродизиаки. Да, ну и вообще ароматерапевты используют такие вот носители для того, чтобы использовать эфирные масла с целью оздоровления. Оздоровление. Да, мир эфирных масел очень широкий, да. Вы знаете, что масла можно слышать, да, то есть нюхать запах через специальные диффузоры. Можно масла принимать внутрь, но это делает только ароматерапевт назначает, да. И третий способ – это использовать накожно. И это вот способ, когда мы используем крема, баттер, то есть какие-то носители, с помощью которых мы используем, вносим в работу эфирные масла. Потому что в каждой капле эфирного масла огромная сила, потому что вот для баночки этого эфирного масла много килограммов сырья уходит, и они очень концентрированы. Поэтому нужно это учитывать. Эрика, спасибо большое, что вновь окунули нас в мир натуральной косметики. Я думаю, это будет не последний выпуск, потому что вы делаете своими руками потрясающие вещи. Сегодня мы говорили с вами о баттере, да? Но кто-то может назвать его кремом для тела. Замечательная вещь. Самое главное, это натуральный продукт. Ну и, конечно, мы одновременно, помимо того, что радуем себя любимую, так мы еще и бережем нашу планету, потому что это все-таки натуральный экопродукт. Благодарю вас за интерес, Дарья, к моей теме. И я бы хотела, чтобы больше зрителей сегодня начали обращать на это внимание и использовать натуральную косметику в уходе за собой. Будьте красивыми и здоровыми.